70-х годах IV века уже нашей эры в прикаспийских степях появляются племена неизвестных людей, которых римские хронисты именуют гуннами. Предки гуннов, народ хунну, жили на территории современной Монголии, Северного Китая, где создали могущественную державу. Однако в 93 году в результате войн с Китаем это государство хуннов распалось на части. Часть хунну отступили западнее и на территории современного Восточного Казахстана образовали новое государство. Несколько десятков лет оно успешно противостояло китайцам, но в 155 году было разгромлено. И вот часть хуннов, 20-30 человек, ушло на запад, самых буйных, самых непокорных, самых пассионарных. Вот это вот движение хуннов на запад послужило толчком для массового переселения народов. В истории этот период так и получил такое название «Великое переселение народов», потому что под влиянием хуннов различные племена и народы пришли в движение, отступая перед натиском гуннов на юг, кто-то, возможно, на север, они хроники не упоминают, и на запад. И в конце концов вот это вот великое переселение народов привело к падению Западной Римской империи. Вторжение хуннов в прикаспийские степи, в Северное Причерноморье кардинальным образом изменило консолидацию сил. Прежнее здесь сарматское население было частично истреблено пришельцами, частично ассимилировано, а частично оттеснено в разные новые, на разные новые территории. Часть сарматов из племени Алан ушло, например, далеко на запад, добравшись в конце концов до Иберийского полуострова и даже переправившись в Северную Африку. Часть же отступила в предкавказские земли. Но после смерти Аттилы в 453 году созданный им огромный военно-племенной такой союз, государство распалось. Племена и народы, обитавшие на степных просторах между Каспийскими и Черными морями, в том числе и на территории современной Калмыкии, стали на какой-то период самостоятельными и со временем стали известны под собственными наименованиями: акациры, утигуры, кутригуры, болгары, хазары и другие. Они создавали большие и малые союзы, распространявшие иногда свое влияние на довольно значительные районы. В 50-х годах VI века с востока пришли новые племена кочевников, аваров, или по русским летописным источникам их называют обры. Вот эти вот авары спасались от своих врагов, древних тюрков. Кстати, вот такой интересный феномен, что и авары, и гунны, то есть кочевые номадические народы, пришедшие из глубин Центральной Азии и создавшие в Центральной Европе свои государства, каганаты, и потрясавшие страны Западной Европы, Византийскую империю, по сути своей являлись слабыми народами. Это народы, бывшие разбитыми в противостоянии с другими кочевниками Центральной Азии и фактически бежавшие, спасавшиеся от своих врагов. Надо заметить, что сильные народы, например, как древние тюрки, объединившие под своей властью практически всю Центральную Азию, позже монголы, создавшие свое великое монгольское государство, не заходили на территорию Центральной Европы. Или, совершив туда военные походы, показав свое военное преимущество, свое доминирование, вот эти народы возвращались
вариал своего обитания, великую степь. А вот, как я уже сказал, слабые, разбитые народы, подобные гуннам или аварам, они, наоборот, устремлялись в Центральную Азию, дальше в Западную Европу, стараясь как бы создать такой более барьер, дистанционный барьер от своих могущественных врагов. Авары, надо сказать, недолго пробыли вот в степях Западного Прикаспия и в 566-567 годах откочевали на запад, в Среднее Подунавье, на территорию современной Венгрии, где создали аварский каганат. То есть вот то, что я говорил, повторюсь, да, стараясь уйти на максимально большое расстояние от своих врагов. А территория Венгрии, знаменитая Пушта, венгерская степь, это вот последний такой клочок Великой степи уже в Центральной Европе, приспособленный для ведения кочевого скотоводства. И вот авары заняли как раз этот угол. С аварами связана еще интересная такая история. Исторические хроники славян донесли слова одного из славянских вождей, который он произнес перед битвой с аварами. Это гордые слова гордого человека. Родился ли среди людей и согреваются лучами солнца те люди, кто подчинит себе силу нашу. И в этом мы уверены, пока существует война и мечи. Но военная удача была на стороне авар, и на довольно долгое время славяне попали под власть как раз вот аварского кагана и принимали участие в боях уже на стороне как раз авар. Но об этом существует довольно огромный пласт литературы. Кому интересно, я думаю, они об этом прочитают.